Русская народная сказка «Лихо одноглазое». Жил кузнец припеваючи, никакого лиха не знал. «Что это, — говорит кузнец, — никакого я лиха на веку своем в глаза не видел. Хоть посмотрел бы, какое-то такое лихо на свете». Вот и пошел кузнец лихо искать. Шел, зашел в дремучий лес. Ночь близко, а ночевать негде и есть хочется. Смотрит по сторонам и видит. Неподалеку стоит большущая изба. Постучал, никто не отзывается. Отворил дверь, вошел, пусто, нехорошо. Забрался кузнец на печь и лег спать, не ужинавши. Стал было уже засыпать кузнец, как дверь отворилась, и вошло в избу целое стадо баранов, а за ним лихо, баба огромная, страшная, об одном глазе. Понюхала лихо по сторонам и говорит: да у меня не как гости! Будет мне лиху чем позавтракать. Давненько я человеческого мяса не едала. Сдула лихо лучину и стащила кузнеца с печи, словно ребенка малого. Добро пожаловать, нежданный гость! Спасибо, что забрел. Чай ты проголодался и отощал? И щупает лихо кузнеца, жирен ли. А у того от страха все животики подвело. Ну, нечего делать, давай сперва поужинаем, говорит лихо. Принесло большую охапку дров, затопило печь, зарезала барана и сжарила. Сели ужинать. Лихо по четверти барана за раз в рот кладет, а кузнецу кусок в горло не идет, даром, что целый день ничего не ел. Спрашивает лихо кузнеца: кто ты таков, добрый человек? Кузнец. А что умеешь делать? Да все умею. Скуй мне глаз. Изволь, говорит кузнец. Да есть ли у тебя веревка? Надо тебя связать, а то ты не дашься. Я бы тебе сковал глаз. Лихо принесло две веревки, одну толстую, а другую потоньше. Кузнец взял веревку потоньше, связал лихо, да и говорит: а ну-ка, бабушка, повернись. Повернулась лихо и разорвало веревку. Вот кузнец взял уже толстую веревку, скрутил бабушку хорошенько. А ну-ка, повернись. Повернулась лихо и не разорвало веревок. Тогда кузнец нашел в избе железный шкворень, разжег его, в печи до бела, поставил лиху на самый глаз, на здоровый. Да как ударит по шкварню молотком, так глаз только зашипел. Повернулась лихо, разорвало все веревки, вскочила как бешеная, села на порог и крикнула: хорошо же, злодей, теперь не уйдешь от меня. Пуще прежнего испугался кузнец, сидит в углу, ни жив, ни мертв. Так всю ночку и просидел, даром, что спать хотелось. Поутру стало лихо выпускать баранов на пашню. Да все по одному. Пощупает, точно ли баран, хватит за спину, да и выкинет за дверь. Кузнец вывернул свой тулуп шерстью вверх, надел в рукава и пошел на четвереньках. Лихо пощупала, чует баран, схватила кузнеца за спину и выкинула из избы. Вскочил кузнец и давай бог ноги. Прибежал домой. Знакомые его спрашивают: а чего это ты посидел? У лиха переночевал, говорит кузнец. Знаю я теперь, что такое лихо. И есть хочется, да не ешь, и спать хочется, да не спишь. Не буди лихо, пока оно тихо. Спокойной ночи, ребята. До новых встреч!